Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Значит, сегодня мы с вами будем продолжать изучение языка программирования Java. На прошлой лекции мы с вами изучали тему массивы, одномерные массивы. Давайте, чтобы узнать ваши успехи, что вы узнали о массивах, одномерных массивах, я вам задаю несколько вопросов, и вы должны отвечать на эти вопросы. Давайте начинаем. Первый вопрос. Что такое массивы? Давайте, кто будет отвечать? Массив – это совокупность однотипных элементов, имеющие свои данные и место в памяти. И элементы массива состоят из индекса. Индекс является как бы адресацией каждого элемента. Хорошо. Еще кто? Как вы думаете, массив – это одна переменная или несколько переменных? Несколько переменных. Несколько переменных, которые имеют одно имя, да? Вот это и есть массив. Или по-другому, значит, массив – это группа однотипных элементов, имеющих общее имя и расположенных в памяти компьютера рядом. То есть не одна переменная, а несколько переменных, которые имеют одно имя, это и есть массив. Java язык очень строгий, да, типом, поэтому каждый элемент массива имеет, значит, или относится к одному определенному типу. Следующий вопрос. Второй вопрос у нас. Что будет выведено на консоль в результате выполнения следующего кода? Здесь вам видно int, открывающая, закрывающая квадратная скобка, имя массива и элементы массива. System.out.println, мы знаем, да? Команда вывода на экран, sums и индекс массива 6. Кто будет отвечать и почему мы получаем такой результат? Будет выведена ошибка, потому что индекс начинается с нуля. Хорошо. Еще кто? Почему индекс? Почему мы получаем, значит, ошибку в результате? Кто еще? Ақтілек? Бізге бұл жерде массивте 6 эме бар, элемент бар бізде, а индекс болса 0-дан башталады. Себебі ашып кетеді, біз диапазонға шығып кетеді біздің прожектпен индексі. Жақсы. Значит, рабочий язык нашей лекции, кыргызский и русский, вы можете свободно высказать свои мнения на кыргызском языке тоже. Давайте. Значит, Ахтилек говорит, что у нас индексация массива начинается с нуля, да? 0-дан башталады. Если считать, что 1, в данном случае 1, это нулевой элемент, да? Нулевой элемент, то значит 6 у нас пятый элемент массива. Поэтому System.out.println sums 6, индекс 6 вызывает у нас ошибку. Давайте проверим, да? Проверим с помощью вот языка Java. Здесь объявляем массив. Как будем объявлять? Давайте. Тип массива, int. Далее. Открывающая, закрывающая фигурная квадратная скобка. Далее. Имя массива, да? В данном случае nums. Равно. Далее. Фигурная скобка, да? Элементы массива. Пять, 6. Вот. Далее мы выводим с помощью System.out.println. Выводим на экран 6-й элемент. Я компилирую с помощью кнопки Run. Окей.
Вот, как вам видно, значит, у нас ошибка. Какая ошибка? Смотрите, ошибка re-index out of bounds exception. Это исключение, исключительная ситуация, где индекс массива выходит за пределы этих элементов. Да? Давайте изменяем 6 на 5. Какой ответ мы получим в этом случае? 6. Мы получаем, вот, проверяем, компилируем. В этом случае, вот смотрите, значит, получаем ответ 6. То есть нумус 5 указывает на 6-й элемент массива. Далее, следующий вопрос. Вот, ответом был вот консоль ничего не выводит, да? Так как выполнение программы завершится ошибкой, поскольку счет элементов массива начинается с нуля. Вы молодцы. Следующий, третий вопрос. Дан следующий массив. Массив у нас одномерный массив, да? Как вы думаете, какой результат мы получим и почему? Давайте посмотрите. И кто будет отвечать у нас? Чыңгыз. Жерде интегріндегі намс атындағы массив жарияланды, 5 элементтер бар. Андан кейін цикл түзілді. Циклда бұл ичин ошол намс массивин толтыруу жүрүп жатат. Толтурганда индексация ай бирге барабар болгондуктан биринчи элементтен баштап 5ке толтуруп баштады. Ошондуктан по умолчанию Java'da нольго барабар болот. По умолчанию. Ошондуктан биринчи элементибиз нольго барабар болот. Значит, Чыңгыз считает, что правильный ответ С и результат 0. Кто еще так считает? Чыңгыз? Ақтілек? Жерде біз мен көрсеткенде турамыз көрсетіп да, индекс жоқ нәрсені көрсетіп. Хорошо. Аймерим? Жалашке бұл жерде индекс болғанда бұл бірден башталды, ал эми нолго болсо биз эч кандай санды барган жокпуз да. Ошондуктан бул жерде С варианты туура болот. Хорошо. Кто еще? Ну, правильно. У всех правильный ответ, так как у нас индексация начинается с нуля, но мы заполняем элементы массива, начиная с первого, да? Вот, начиная от управляющая переменная i принимает значение 1. И далее у нас заполняем каждый элемент массива значением 5, а в результате вот мы выводим нулевой элемент массива. Нулевой элемент остался таким же, поэтому принимает значение 0. Правильно. Правильный ответ 0. Далее, что будет выведено на консоль в следующем случае и почему мы получаем тот или иной ответ. Давайте посмотрите. Аймери. Ичке бул жерде чыгарганыңызда бул жерде ката деп чыгат. Себеби дегенде биз индекс массивди Громче, погромче ответьте. Бул жерде биз массивди чыгарып жатканыбызда массивди ката ыйгарып жатабыз, массивди ката жазып жатабыз. Себеби дегенде бул жерде бир гана экөөнүн тең жазып турабыз. Бул жерде биз жазганда туура жазганда экөөнүн бирөөсүн гана жазсак болот да. Ал эми экөөнүн тең жазганда бул жерде консоль ката деп эсептейт. Еще кто? Қыздар. Давайте, у кого еще есть варианты. Правильно ли у нас объявляются элементы массива? Давайте. Ну тут система выведет ошибку, так как мы, получается, мы 2 раза мы повторили одну и ту же систему. И вот из-за этого в системе появится ошибка, потому что в данном случае мы должны выбрать тот или иной. Один из вариантов объявления, да, массива? Ну, какие у нас имеются варианты объявления? Вы сможете показать нам? Какие варианты есть? Кто еще сможет нам показать, как можно объявлять массивы?
Нужно убрать то, что находится внутри фигурных скобок и сами фигурные скобки. А второй вариант является тем, что нужно с самого начала до new убрать все эти элементы. И вот тогда вот int в квадратных скобках 3 и фигурная скобка 1, 2, 3 уже будет работать. Правильно. Значит, Айбек говорит, у нас есть два метода, да, объявления, даже 3 метода объявления массивов. В данном случае оба метода мы использовали. Поэтому компилятор нам выводит ошибку. Да? Давайте проверим, правильно ли мы отвечаем. Здесь я хочу добавить new, да, int, и в скобках 6. Вот, давайте компилируем. Вот ошибка. Если убрать вот именно 6, уберем 6 и заново компилируем, мы получаем правильный ответ. Это один из вариантов. Второй вариант. Можно убрать здесь эту часть, да? В этом случае тоже мы получаем правильный ответ. Вот. Таким образом, у нас есть два метода, а оба метода совмещать нельзя. Понятно, да? Ну, все вы правы. Значит, мы уже узнали, что такое одномерные массивы, да? Как объявлять одномерные массивы. Как вы думаете, имеются ли вот еще другие массивы, кроме одномерных массивов? Давайте. Какие у нас имеются еще массивы? Еще многомерные, да, массивы? Значит, сегодня мы будем изучать с вами многомерные массивы. Наша новая тема – многомерные массивы. Цель нашей лекции – познакомить вас с понятием многомерного массива данных, со способом описания многомерных массивов на Java, обращение к элементам двумерных массивов. Двумерный массив тоже есть многомерный массив, да? Формировать навыки и умения составлять программы с использованием двумерных массивов. И далее у нас есть план. Многомерные массивы и их объявления. Зубчатые массивы мы будем изучать. For each, циклическая конструкция for each. Перебор многомерных массивов в цикле. И далее будем рассматривать примеры. Ранее мы рассматривали одномерные массивы. Уже мы знаем, да? Одномерные массивы. Это использование квадратной скобки один раз. Вот как вам видно. В первом случае int, квадратная скобка, имя массива, и далее у нас элементы массива. Это есть одномерный массив. То есть одна строка – это есть одномерный массив. Кроме этого, у нас есть еще многомерные массивы. Наиболее известный многомерный массив – это таблица. Вот. Давайте вот таблица, да? Вот таблица. Таблица представляет у нас двумерный массив. У таблицы есть строки и столбцы. Вот. То есть строки и столбцы. Две меры. Поэтому таблицы являются двумерными массивами. Как мы будем объявлять двумерные массивы в программе? Для этого пишем первое тип массива. Далее квадратная скобка, 2 квадратных скобки, так как двумерный массив. Далее имя массива и элементы массива. Смотрите, первый ряд у нас 0, 1 и 2. Вторая строка у нас 3, 4 и 5. Вот таким образом у нас двумерные массивы имеют строки и столбцы. Далее
Визуально оба массива можно представить следующим образом. Вот одна строка – это есть одномерный массив. А двумерный массив вот в виде таблицы мы будем представлять. Далее, поскольку массив в предыдущем примере, в данном случае, да, мы объявляем массив сразу с элементами. Можно и объявить по-другому. В данном случае, смотрите, мы объявляем имя массива. Значит, тип массива, 2 квадратных вот скобки, далее имя массива равно new, это новый массив типа int и имеет первое количество строк, второе количество столбцов. В данном случае какой массив мы создаем? Двумерный массив с 2 строками и с 3 столбцами, да? Смотрите, в данном случае у нас двумерный массив, и индексация в двумерном массиве тоже начинается с нуля. То есть первый элемент массива – это 0, 0. Второй элемент массива мы сначала пишем номер строки, нулевой, и номер столбца, первое. Далее нулевая строка, второй столбец. Этот, первая строка, нулевой столбец. 1, 1. Вот таким образом мы будем обращаться к каждому элементу массива. Смотрите, в данном случае нумс 2, 1, 0 равно 44. Какой элемент мы заменяем числом 44 в данном случае? Вот этот элемент, да? Этот элемент мы заменяем числом 44. Вот в этом примере. И выводим на экран. Какой результат мы получим? 44, да? Вот такой ответ мы получим. Далее, значит, многомерные массивы – это не только двумерные массивы, но трехмерные, четырехмерные и так далее многомерные массивы. Как можно объявить трехмерные массивы в программе? Для этого мы используем 3 квадратных скобки. Вот int, тип массива. Далее 3 квадратных скобки, имя массива, new, int, 2, 3, 4. Ну, сколько элементов содержит данный массив, да? Данный массив содержит 2 умножить на 3 умножить на 4, то есть объем куба. Сколько? 24. Значит, данный массив содержит 24 элемента. Понятно, да? Это трехмерный массив. Кроме прямоугольных массивов, в данном случае, смотрите, это прямоугольный массив. Еще мы можем это какой? Квадратный, да? Квадратный массив, где количество столбцов и количество строк совпадают. Допустим, 1, 1. Вот все элементы массива равны единице. Кроме прямоугольных, квадратных массивов у нас есть еще зубчатые массивы. Многомерные массивы могут быть также представлены как зубчатые массивы. Например, в данном случае, вот смотрите, мы объявляем двумерный массив, мы указываем количество строк, но без указания количества столбцов. Далее, смотрите, мы указываем первая строка. Первая строка состоит из 2 столбцов, да? Вторая строка из 3, и третья строка из 5 столбцов. Давайте покажем, как выглядит вот этот зубчатый массив. То есть
таблица. Мы знаем 3 строки. Да? Первая строка из 2 столбцов. Вот. Остальное убираем. Вторая строка из 3. Вот, да? И третья строка из 5. Вот 2, здесь 3, здесь 5 столбцов. Таким образом у нас неравномерный, да, массив получается. Это уже называется зубчатым массивом. Теперь давайте, как можно обращаться вот к этому элементу массива. Например, допустим, здесь 5. Значит, третья строка, да? И? Здесь вторая, да, строка? Вторая строка и 4 столбец. Вот таким образом мы можем обращаться к последнему элементу этого зубчатого массива. Далее, чтобы обращаться к каждому элементу массива, мы можем использовать циклическую конструкцию for each. For each это значит, как другие циклические операторы, for у нас есть, да? While, do while, организует цикл, но в качестве данных принимает контейнер. Смотрите, в данном случае у нас вот контейнер, в качестве контейнера мы вот получаем массив, то есть элементы 1, 2, 3, 4 и 5. Таким образом, когда мы организуем вот for each, for, int I, управляющая переменная I, и указываем контейнер. Контейнер у нас array. И выводим каждый элемент массива. Таким образом, когда мы обращаемся вот I принимает каждый элемент по отдельности. Сначала 1, потом 2, 3, 4 и 5. То есть выводим каждый элемент массива. Этот же пример мы можем вывести или получить такой же ответ с помощью обычной циклической конструкции for. Для этого, значит, for имеет 3 части, да? Первая часть объявления, в данном случае, смотрите, объявление переменной, далее условия и шаг цикла. Значит, в данном случае array I обращаемся к каждому элементу массива и выводим на экран. Таким образом, мы уже знаем использование for each и использование обычной конструкции for в программе. Да? Далее, теперь перебор многомерных массивов в цикле. Мы уже знаем, да? Многомерные массивы, одномерные массивы, они оба в памяти компьютера расположены вот последовательно. То есть, давайте. У нас есть одномерный массив А, да? И двумерный массив B. Вот. Оба эти массивы, элементы массива, в памяти компьютера вот представляют вот такой вид. 1, 2, 3, 4, 5. Это одномерный массив. Двумерный массив то же самое. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот в таком виде. Но как можно вывести эти элементы именно
в таком виде двумерные массивы, да? 3, 4, 5, 6. В таком виде. Для этого мы организуем вложенный цикл. Внешний цикл – это значит для управления строк, а внутренний цикл для управления столбцов. Смотрите, здесь I, вот I – это количество строк, да? Количество строк у нас, смотрите, в данном случае у нас 3 строки. nums.length. Length вычисляет длину массива. И это у нас 3 равняется 3. I от 0 до 3. И шаг массива 1. Далее j равна от 0 до длины массива, то есть до длины первой строки. Первой строки идет. Длина первой строки тоже 3. Длина второй строки тоже равняется 3. То есть компилятор работает вот следующим образом. Выводит сначала первую строку на экран. 1, 2 и 3. Затем переходит вот сюда. System out println. То есть мы переходим к следующей строке, вот сюда, и заново увеличивается значение I, и выводим следующую строку. 4, 5, 6. Вот таким образом мы получаем вот такой вид представления массива, двумерного массива. Мы можем посмотреть вот здесь, да? Ушел жерде қарап көрөбүз. Қаралы. Давайте объявляем двумерный массив. Элементы массива 1, 2, 3. И далее 4, 5, 6. Вот. Теперь организуем цикл с помощью for. Смотрите, for int I. Начинаем от 0. Так как мы уже знаем, да? 3. Увеличиваем шагом 1. И внутри, смотрите, вложенный цикл for int j, начинаем от 0 до 3, да? И j плюс. Вот. Далее мы выводим элементы массива. В данном случае у нас nums, да? I и j. Вот. После вывода первой строки мы переходим вот к следующей строчке с помощью system.out.println. Вот. Далее мы закрываем цикл, вот, метод и класс, да? Запускаем. Какой ответ мы получили? Смотрите. Мы должны здесь print, да? Print. Далее мы должны добавить сюда. Вот. Давайте заново запускаем. Выходит за пределы. У нас I до 2, да? Давайте запускаем заново. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Что мы должны еще добавить? После второго цикла нас нужно открыть фигурную скобку. Мы должны здесь и копируем сюда, вставляем вот сюда, да? Теперь
Вот мы получили ответ. Две строки. Первая строка. Сначала вот массив, двумерный массив с элементами. Далее организуем цикл, чтобы суммировать, да, все элементы. Суммировать будем с помощью переменной s. Обращаемся к каждому элементу массива и вот суммируем, и результат выводим на экран. Давайте этот пример тоже вместе решим. Здесь у нас есть массив, да? Далее объявляем переменную s, чтобы суммировать элементы. S равно нулю. Это значит, в начале сумма равна нулю, да? И каждый раз здесь мы не выводим на экран, а находим сумму элементов. S равно S плюс nums I и J. Далее этот часть сюда, println, выводим значение S на экран. Теперь давайте компилируем. Мы получаем 21. Правильно? Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тура? Массивтің элементтерінің суммасы 21-ге барабар болды. Вот таким образом мы нашли сумму элементов массива. Дальше. Всем понятно? Есть вопросы? Ну, как мы будем организовать, то есть как мы объявляем двумерные массивы? Давайте. Кто сможет ответить на вопрос? С помощью двух квадратных скобок, да? Как можно обращаться к каждому элементу двумерного массива? Указывая индекс, да? Индекс каждого элемента. Давайте, как вы узнали или что вы узнали на этой лекции, мы будем с помощью следующей игры вас проверить, да? У нас есть такая игра. Игра называется «Магнитики с кодом». Давайте для этого вы должны... Мы будем делить вас на две группы. Давайте пусть будет это первая группа, да? Это вторая группа. Мы будем работать в команде. У нас есть вот такой это окно холодильника. Части Java, рабочего Java приложения разбросаны по всему холодильнику. То есть каждая часть это как один магнит, разбросаны по всему вот окну холодильника. Да? Вы должны или можете ли вы восстановить из фрагментов работоспособную программу или Java приложение, которое выводит на экран вот следующий ответ. Ответ у нас вам видно, да? Острова. Каждый остров начинается со слова острова равно. И здесь некоторые фигурные скобки упали на пол, поэтому вы можете добавлять столько скобок, сколько вам понадобится. Для этого, значит, у нас есть две группы, да? Будем работать в команде. Для вас у нас есть... Давайте.
этот плакат для вашей. Для ваших. Сначала вы должны, давайте посмотрите код внимательно. Посмотрите код внимательно. Какой код будет правильным, какой будет вторым, вы должны найти и собрать правильный код. Это для вас. Это вам. Давайте думайте. Вы можете посмотреть каждый фрагмент программы. Ну давайте, получается у вас? Давайте, обсуждайте вслух. Индекс организатора фильтровать. Индекс, меню, только раз элементы. Bir bara 3. İndeks Все, да? У кого готово? У какой группы программа уже готова?
Значит, второй группы программа уже готова. Давайте. Вторая группа, давайте. Это ваша программа, да? Готовьтесь к защите вашей программы. Почему вы думаете, что ваша программа правильная, да? Это программа второй группы. Первая группа. Это значит рабочая программа второй группы. Значит, по времени вторая группа выполнила первый, да? Это уже готовые программы. Давайте, кто будет из первой группы защищать свою программу? Почему вы так думаете? Аделя? Есть ли ошибка в программе? Вторая группа, посмотрите. Вот что мы видим в нашей программе. Мы видим класс под именем TestArrays. Далее у нас идет главный метод, метод main. Далее мы создали массив под именем islands, который типом является тип strings. И в области памяти компьютера мы взяли 4 строки. Почему 4 строки? Потому что у нас тип string. А string, тип int, тип string у нас это строковой тип. Далее наш массив мы инициализировали. И слово инициализация это значит, что мы присвоили значение каждому нашему элементу массива. Хорошо. Далее? Далее мы создали массив индекс, теперь уже с типом int. И в области памяти мы уже заняли 4 элемента. Далее мы тоже инициализировали наш массив. Далее мы создали 2 переменные, переменную y и переменную ref, типа int, для дальнейшего нашего использования. Далее мы создали цикл while, где y не превышает значение 4. Здесь мы видим, что y равен 0, а y не превышает значение 4. Далее внутри цикла в переменную ref мы дали значение индекс y. Что это значит? Это значит, что индекс y, мы видим, что y равен 0. Здесь у нас индекс равен 0, то есть индекс, то есть ref уже у нас равен индекс 0, да? А индекс 0 у нас? Индекс 0, когда мы инициализировали этот массив, мы индекс 0 дали значение 1. Далее потом мы выводим на консоль слово острова и сразу же после этого вводим islands ref. Что такое islands ref? Ref, мы видим, что ref уже взяло значение 1, а вот islands ref, когда мы инициализировали наш массив, islands ref у нас Фиджи. Вот поэтому у нас правильно выводится на экран слово острова, далее Фиджи. Правильно. И сразу же потом мы значение y увеличиваем на 1. Правильно. Таким образом наш цикл работает до 4. Правильно. Ага. Есть вопросы? Давайте, значит, программа первой подгруппы правильная, работает нормально, да? Выводит на экран все наши ответы. Давайте вторая подгруппа. Ваша программа. Аймерим. В вашем случае, значит, вы сначала объявили массив индекс, да? Потом islands. Ну, где, ну, имеет ли вот разницу такой метод или вообще не имеет? Что не имеет, оба метода? Да. Экономитен кечке чыгып берет да жолу үчүн, мисалы үчүн, бул вариант менен жазганда деле чыгат жолу, бул островдун аты менен чыгат, ал эми биздин вариант менен жазганда деле экөө тең чыгат. Ал эми бул жерде экөөнү алмаштырып жазгандын бул жерде айырмасы деле жок го деп ойлойбуз. Жакшы. Буландысы кайсы циклический конструкцияны пайдаланып циклды түзүп алдык? While'ды пайдаланып, бул жерден биз биринчи
переменный түзіп алдық, Y анан ref деген, андан кейін while деген циклды қолданып, Y-іміз бұл 4-тен кішінекей болды дағы. Ушул ref деген переменныйды бұл жерде индекс Y-ға барабар деп алдық. Жана ошондой эле андан кийин бул ар бир цикл айланган сайын бул жерде биздин Y-ибиз бирге кошулуп, ошондой островдордун аттары чыга берет. Андан кийин биринчи бул жерде биринчи группанын эле острова деп чыккандан кийин ар биринин аты жазылып чыга берет. Туура. Бул жака турсаңар болот. Эки группанын, эки подгруппанын тапшырмалары окшош экен. Мы, значит, получаем правильные ответы в двух случаях тоже. Значит, здесь победила дружба, да? Давайте, садитесь, молодцы. Вакыт боюнча экинчи подгруппа тез бүтүштү, ошон үчүн экинчи подгруппа утту дейт. Макулсуңар мында, азаматтарында. Значит, дальше продолжаем наш урок. Мы уже приходим к концу нашего урока. Давайте выводы. В конце нашего урока мы можем вывести вот такие выводы. Мы узнали, что такое многомерные массивы, да? Всем понятно, многомерные массивы. То есть многомерные массивы, значит, начиная с двумерной, да? У нас имеются несколько других массивов. Далее мы узнали, что такое зубчатые массивы. Зубчатые массивы – это квадратные массивы? Или прямоугольные? Нет, да? Зубчатые массивы, где количество столбцов и количество строк не совпадают, да? Вот таким образом мы уже узнали зубчатые массивы. Следующее, мы узнали использование циклической конструкции for each в программе. И с помощью наших данных мы составили программу. Далее, какие оценки мы можем вам, вот, студентам давать? Кто участвовал активно у нас? Аймерим из второй подгруппы. Чыңгыз, Ахтилек. Азат. Айбек. Жираев Айбек, молодец. Бекназар из вашей подгруппы. Аделя. Чыңгыз. Ахбараля. Молодцы. Далее, в конце урока у нас есть задание для самостоятельной работы. Задание для самостоятельной работы. Вы должны далее изучать многомерные массивы, одномерные массивы и продолжать вот, использование этих массивов на практике. Для этого вы должны изучать одномерные и многомерные массивы, и вы должны вот решить следующие вот две задачи. Первая задача – найти сумму элементов всех столбцов и строк. Мы ранее уже находили, да, сумму всех элементов массива. А вы должны найти сумму каждой строки и вывести рядом. Например, сумма этой строки 6, да? Здесь, вот, например, 15. Вот таким образом вы должны вывести. Вторая задача – копировать элементы двумерного массива на одномерный массив. Это у нас было задание для самостоятельной работы. Есть вопросы? Сможете, да? Но для того, чтобы вот готовиться или вообще выполнять эти задачи, вам понадобится, значит, литературы. У нас есть основные литературы и дополнительные литературы. Основные литературы две книги. Первая книга Майк Макрата, есть электронный вариант, и вторая книга Васильева тоже есть электронный вариант. Кроме этого, вы можете использовать электронные источники, это metanet.com и v3school.com сайты. Здесь тоже вы найдете полезные советы и программы. На этом мы завершаем наш урок. Всем спасибо и до свидания.